На сегодняшний день для многих людей с ограниченными возможностями здоровья дистанционное обучение – это единственный способ получить качественное среднее и высшее образование. Дистанционное обучение дает инвалиду шанс получить полноценное образование, ведь оно снимает все ограничения для проведения занятий. Для того, чтобы учиться, нужно просто иметь доступ к сети интернет и сопровождение специалистов и педагогов. Как это происходит на самом деле, вы узнаете сегодня в нашей передаче «Психология». Дети инвалида, а также больные дети, которые не могут ходить в обычную школу в силу ограничений по состоянию здоровья, часто лишены возможности получить качественное образование. На помощь таким детям пришло дистанционное обучение. Ведь таким детям нужен индивидуальный подход. Они не могут учиться в классе вместе с другими детьми. Дистанционная форма обучения как нельзя лучше подходит для того, чтобы ребенок-инвалид получил качественное образование, позволяя ребенку с ограниченными возможностями найти оптимальный для себя способ успешно адаптироваться в жизни. Процесс обучения любого ребенка должен осуществляться под контролем педагогов при живом общении учителя с учеником. Aslanbek Sharipov Milvo Elara, лица. Цегуюцо, годави анчун цегуюдицо. Сергон годави анхилла ихилли, серго тамда волу шолу, алгасқи, лёхал 15 бук ушбуй, цугала байшари, байдинин томбуш. Юқа гали юқа бисин хилла, ушсан гон ви ана. Хиллак исхилли Асланбек Шарипов. Тайтаев Али, я веду чеченский язык и литературу. Так как у этого ребенка был очень слабо развит речи, он не мог даже разговаривать, но с ним работают очень хорошие специалисты. Психолог работает у нас с ним и социальный педагог с ним работает. Но также работают с ним еще другие учителя, которые ведут русский язык и литературу. Раньше вообще этот ребенок не мог разговаривать, развитие речи было очень слабое, а сейчас ребенок говорит. Мы с ним работаем с прошлого года. Такие успехи, что ребенок все понимает, все отвечает, даже говорит начал и разговаривает лучше, чем прежде. Почему? Потому что ребенок раньше не мог даже говорить, произносить слова, а сейчас он выговаривает целое предложение. Благодаря нашим психологам и этим спецпедагогам. Я пришла сюда работать по зову голоса. Почему? Потому что у меня самой есть такой ребенок, инвалид детства ребенок у меня. Инвалиды с ограничением возможности, чтобы у них была возможность учиться, развивать свою речь, чтобы они могли разговаривать, чтобы они могли учиться, чтобы они могли радоваться в жизни. Когда я занимаюсь с каждым ребенком, я занимаюсь как будто, что это мой ребенок. В Чеченской Республике до конца текущего года учениками Центра дистанционного образования станут около 200 детей с ограниченными возможностями. Министерство образования и науки России оказывает большую помощь в подготовке кадров, ведь для работы с больными детьми нужны квалифицированные специалисты. На сегодняшний день в республике дистанционное обучение проходит 245 детей, с ними работает 147 педагогов. Все они обеспечены персональными компьютерами и выходом в интернет. Перед зачислением в интерактивную школу ребенок проходит медико-психологическую и педагогическую комиссию, а педагоги интерактивной школы проходят специальную подготовку. И здесь необходимо владеть специальной методикой обучения. Центр был создан в распоряжении правительства Чеченской Республики в рамках реализации приоритетного национального проекта образования. Центр начал осуществлять свою деятельность в 2010 году. В 2010 году мы обучением с использованием дистанционных образовательных технологий охватили 45 учащихся в 2011, то есть в текущем году. На 2012 год мы планируем еще охватить обучением с использованием дистанционных образовательных технологий еще 200 учащихся, и помимо этих детей мы будем принимать на обучение детей, нуждающихся на домном обучении. С ограниченными возможностями у нас по базе числится у нас около 1200 детей, но из них не все подходят к дистанционному обучению.
То есть у них разные диагнозы, то есть противопоказания работать с компьютерными технологиями. Пользуясь случаем, я хотел бы обратиться еще раз к родителям детей с ограниченными физическими возможностями здоровья, чтобы они прошли эту психолого-медико-педагогическую комиссию и стали у нас на учет, чтобы мы могли обучать этих детей. Психологическое и физическое здоровье человека напрямую зависит от его настроения и душевного состояния. Ребенок-инвалид вступает в жизнь с изначально пониженным уровнем адаптационных и интеграционных возможностей. Для того, чтобы дети с ограниченными возможностями смогли приспособиться к жизни и найти в обществе свою нишу, им просто необходимы определенные знания, умения и навыки. На сегодняшний день в центре работают 3 психолога. Психологами на каждого ребенка ведется индивидуальная карта, где дается полная информация о ребенке, то есть какой у ребенка диагноз, какая должна быть нагрузка, сколько минут может длиться урок. Таким образом заводится психолого-педагогическая характеристика на ребенка с информацией, какие у ребенка психологические и физические возможности и уровень предметных знаний какой. Для того, чтобы можно было оценить динамику дальнейшего развития детей, мы присутствуем на уроках, которые проводят учителя, смотрим, как ребенок усваивает программу данную, какое состояние здоровья. Для коррекции в случае надобности учебной нагрузки мы тесно связаны с родителями, то есть количество времени и выбора предмета мы согласуем с ними. Родители детей-инвалидов часто сталкиваются с различными проблемами. Одна из них – это отсутствие специального транспорта, чтобы отвезти ребенка на инвалидной коляске в школу. Этой проблеме также нашлось решение. Центр дистанционного обучения приобрел специализированный микроавтобус для своих учеников. Детей, которые не могут самостоятельно передвигаться, мы встречаем. Для удобства передвижения у нас есть коляски, мы встречаем этими колясками. Для более маленьких, начальное звено, у нас есть стульчик поменьше в коляске. Для более старших есть коляска, которая как бы подстроена под более высокий рост. Затем эта коляска аккуратно завозится на подъемник. Как видите, он абсолютно беспрепятственно въезжает на него. Фиксируется, потому что сетка внизу коляски не позволяет скатиться коляски вниз. Затем наш водитель закрывает подъемник. Первая лопасть закрывается. Аккуратно поднимается ребенок вместе с коляской в салон машины. В салоне машины обычно куратор, педагог, наши сотрудники встречают, снимают коляску наверху. И коляска с ребенком беспрепятственно уже в салоне машины. Также спокойно она скатывается, беспрепятственно, безболезненно, очень хорошо амортизирована коляска. То есть ребенок не ощущает больших сотрясений при пользовании коляской. Скорость машины, скорость ограничена. Более 60 километров при любом желании нельзя выжать из этой машины. Она у нас очень безопасна. Есть ремень предохранения на каждом кресле. Есть ручник внутри салона, который позволяет закрыть герметически дверь машины. Эту машину нельзя открыть без сопровождающего лица. То есть дети лежат спокойно пристеганные. Развитие дистанционного обучения детей-инвалидов чрезвычайно важно для нашего общества. Ведь в основном ученики этих школ – это дети с тяжелыми нарушениями опорно-двигательного аппарата при условии сохранности интеллекта. Давай теперь вспомним, что такое имя прилагательное, как оно изменяется. Имя прилагательное – это самостоятельная часть ячеек, которая обозначает свойства предмета, отвечает на вопрос. Так, еще раз, я согласна. Обозначает что? Свойства предмета. Признаки предмета. Учителя сюда, в первую очередь, для того, чтобы работать в нашем центре, конечно же, у учителей должна быть огромное желание, огромная любовь к детям. Без этого наша работа не строится. И, конечно же, учителя должны быть подготовлены. С опытом работы обязательно должен быть учитель. А если молодые специалисты, у нас работает методическая служба, которая помогает им в дальнейшем. Они проходят у нас курсы двухнедельные обязательно. Знание компьютера нам необходимо.
Так как у нас обучение ведется дистанционно, они должны знать программу Skype, Skype мы работаем, они должны знать компьютер хорошо. А для этого здесь с ними работают педагоги, и они проходят курсы двухнедельные для того, чтобы в дальнейшем работать дистанционно с этими детьми. В 1995 году в августе в семье Юсуповых, проживающих в Грозном, произошла большая беда. Полугодовалая девочка Айшат заболела детским полиомиелитом. Из-за военных действий на территории Чеченской Республики вывести девочку до лечения было нереально. Девочка, можно сказать, чудом выжила. При таком диагнозе температура тела заболевшего резко поднимается. Полиомиелит крайне трудно сходу отличить от банальной простуды. Болезнь поражает преимущественно детей, и родители, считая, что у ребенка режутся зубы или он подхватил ОРВИ, зачастую пропускают начальную стадию опасной болезни. Полиомиелит – это инфекционное заболевание, которое относится к числу особо опасных. Но Айшат не сдается, несмотря на все трудности в жизни. Ее оптимизм помог ей поверить в себя, завести друзей и радоваться каждому дню. Ну, для начала я хочу сказать, что пока я не узнала об этой школе, Центре дистанционного образования, я училась в обычной школе. Не то чтобы обычно, ко мне учителя приходили домой и давали мне занятия так вот в неделю 2, 3, 4 раза. Вот. А потом я узнала про ЦДО. Мне стало интересно так, как новые технологии. Потом в 23-й школе мне дали направление в эту школу. Потом я прошла обследование, меня приняли. И сейчас я ничуть не жалею, что сейчас учусь в ЦДО, так как тут очень много развивающего. Не только учеба, но и также новые знакомства, друзья. Даже с учителями находим общий язык. Очень интересно. Я слышу, что у тебя много друзей. Да. Впрочем, как в ЦДО дети, которые со мной учатся, с ними тоже вот так вот жизнь тоже, да, переписываемся, встречаемся. Ну, семья у нас очень большая, у нас 5, 2 мальчика, 3 девочки. Лажу я со всеми одинаково, вот. Бывает, так спорите, да, часто бывает. А кто кого больше слушается? Ну, все в этом доме привыкли, слушают меня, но иногда бывает, ну, не то чтобы бывает, я тоже слушаю. А с кем ты больше ладишь? Ну, больше я лажу с братьями. В то время вот даже вот обследований по больницам, вот этого не было. Мы так вот выживали каждый как мог. Тогда вот уже температура, вот это все, кто его знал? Самое страшное, что когда она заболела, у нас в Грозном здесь, вот, так вот, даже в войну я здесь жила. В том году, вот в 95-м году, многих таких детей с полиомиелитом у нас в 7-й больнице лежали. Вот тоже я помню, такая страшная картина того времени. Сейчас какой диагноз поставили? Последствия полиомиелита, нежный парапорез обеих ног. Где мы только не были, куда я только с ней не ездила, чтобы думала вылечиться. В Москву поехали, диагноз такой поставили, что это она уже долго, на всю жизнь почти, такого вот инвалидность. Но все равно до сих пор у меня есть надежда, что она выздоровеет. Мы всем этим с Израилем связались, мы в общем куда только не звоним, не созваниваемся. Ну, такой прогресс времени, может где-то что-то выявиться. С 1 класса у меня даже вот ее почетные грамоты есть. Вот с 1 класса всем она нравилась, ее знания, она стремилась, желание ее учиться. И, наверное, и меня туда толкало. Я ее на руках в школу носила. Помогали даже вот в школе учителя. Дополнительное образование в современных условиях представляет широкие возможности для расширения и углубления знаний учащихся. Чрезвычайно широк и спектр возможностей дополнительного образования в плане организации внеурочной деятельности детей. Урок образования создано специально, чтобы как-то развить их эстетический вкус, развить их фантазию.
Также для детей-инвалидов с неразвитой моторикой рук им полезна именно работа с пластилином. Они каждую субботу они приходят на курс доп. Образования и помимо того, что им это полезно, они получают огромную радость и удовольствие. И творят разные поделки. Например, кажется, что они инвалиды и не могут ничего сделать, но у них намного больше развит вкус, чем у обычных людей. Больше, да. И мы даже сами поражаемся. Иногда ребенок делает любую композицию лучше, чем мы. А дети какого возраста именно вот эти рисунки делали? Есть дети первого класса. Вот, например, ребенок первого класса. Это из пластилина? Да, это из пластилина. Есть 5 класс. Вот вышивка бисером у нас курс оригами, курс лепка из пластилина. А в архитектурных направлениях, например, ребенок, пусть это мужчина, мальчик или девочка, они спокойно могут заняться архитектурой, когда вырастут. Эти картины рисует маленький мальчик Бекхан. У него диагноз порок сердца, тяжелой формы. Ему 10 лет. Он очень сильно увлекается живописью. Эти все картины у него, да? Да. На Новый год мы планируем мероприятие, будет ярмарка. Все поделки детей, инвалидов мы выставим на ярмарку. А где будет проходить ярмарка? Здесь, в нашем центре, родители придут, будут покупать, и детей это еще больше вдохновит. В Центре дистанционного образования не только обучение, но и воспитание входит в состав педагогической деятельности. Основная цель работников Центра – это дать ребенку трудовые навыки и общее представление о жизни, которые должны помочь ему найти работу, друзей, создать семью. Главная задача воспитания – это формирование и развитие ребенка-инвалида как личности, обладающие теми полезными качествами, которые ему необходимы для жизни в обществе. Воспитывая ребенка, мы всегда его чему-то обучаем, а занимаясь обучением, одновременно и воспитываем его. Социально-психологическая служба, в общем-то, это одно целое. Вся психологическая служба направлена на то, чтобы ребенок был социализирован и приспособлен к будущей жизни, несмотря на временные трудности, связанные с его здоровьем. Мы выезжаем на места, если не могут приехать сюда с родителями дети для обследования. А те, кто могут приехать к нам сюда, здесь уже на месте, обследуем детей. И первая встреча детей происходит именно с нами. Мы здесь уже на первой же встрече, обследовав их стартовые возможности, образовательный уровень, уровень социализации, общие сведения об окружающем мире, мы сразу им говорим: ты все сможешь, только надо захотеть и приложить усилия, что учеба – это труд. Мы, взрослые, зарабатываем деньги, работаем, работая учителем, врачом, инженером, строителем. А твой труд на сегодняшний день – это твоя учеба. Если ты будешь стараться максимально, у тебя обязательно получится. А мы призваны и будем помогать тебе в этом. Я на сегодняшний день уверенно могу сказать, что в нашей школе педагоги подобраны, опытные, любящие детей. Вся учеба, и поступление, и получение аппаратуры, и индивидуальные консультации, и групповые консультации, и все образование у нас бесплатное. Еще не было ни одного случая, чтобы где-то даже об этом подумали. Вот эту всю технику, которую они получают, все бесплатно. Компьютер, принтер, сканер, дается камера, цифровой фотоаппарат, планшет. Это все по программе Медведевой, поддержанная Кадыровым Рамзаном, главой нашей республики. Это все устанавливается инвалидам бесплатно. Круглосуточный интернет, тарелка, все.
Чужих детей не бывает. Эти слова пронизывают нас, когда видишь ребенка, нуждающегося в нашей помощи. Это необходимо особенно тем, кто ограничен в своих возможностях. Как тяжело это осознавать родителям, которые всю свою жизнь посвящают таким детям. Каждый прожитый день в жизни – подвиг, но все же один в поле не воин. Такие люди особенно нуждаются в нашей поддержке, моральной и материальной. И наше общество обязано чувствовать себя причастными к их судьбам. Чиновники или же просто сосед, всякий, кто себя называет человеком, должен быть милосердным тем, кому судьба уготовила такое испытание. Пусть каждый день и час в жизни инвалидов и их родителей будет благословен Всевышним. Пусть их не покинет вера в то, что счастье обязательно постучится в их дом.